Уйгурский султан. В самом сердце Турции, в Анатолии. Звучит, мягко говоря, невероятно, правда? Но это не выдумка. Это удивительная и почти забытая глава истории, которую мы сегодня и откроем. Ну как такое вообще возможно? На самом деле, это не просто какой-то исторический курьез. Это целая история, которая растянулась на 7 столетий и связала степи Центральной Азии с горами Анатолии. Давайте разбираться в этой загадке. И наше путешествие начинается в современной Турции, а точнее в провинции Амасья. Именно здесь, среди всей этой красоты, есть деревня с очень говорящим названием — Уйгур. И нет, это не совпадение. Это самая первая ниточка, которая ведет к разгадке большой тайны. Только вдумайтесь в эту цифру. 700 лет! Это же просто колоссальный отрезок времени. Эта связь настолько реальна, что в 2015 году даже запустили проект под названием «700-летие миграции». Все для того, чтобы по-новому взглянуть на это уникальное наследие. Так, чтобы понять, как все это произошло, нам придется сделать шаг назад во времени. Далеко назад. Во времена могущественной Монгольской империи. Именно там, в этом вихре завоеваний, и кроется начало всей этой истории. В огромной Монгольской империи уйгуры были, скажем так, на особом положении. Их не просто завоевали. Благодаря своей грамотности и управленческим талантам они стали настоящим мозгом империи. Это были чиновники, советники, полководцы, которые, по сути, и управляли гигантскими территориями. И вот как раз в Анатолии, под властью монгольского государства Ильханов, их влияние стало максимальным. А вот как все развивалось, смотрите. Примерно в 1243 году монголы захватывают Анатолию. Все, сельджукский султанат разгромлен. Проходит десятилетие, и где-то в 1327 наместником в регионе назначают очень способного уйгурского полководца — эмира Эретну. И тут наступает переломный момент. В 1336 году центральная власть монголов в Персии начинает, трещать по швам. Эретна видит свой шанс. Он действует решительно, разбивает бывших хозяев и в 1343 году объявляет о своей независимости. Так, собственно, и родилось новое государство. Вот так на исторической арене и появляется наш главный герой, уйгурский султан Эретна. И, конечно, государство, которое войдет в историю под его именем. Кстати, даже его имя Эретна очень символично. Оно происходит от древнего санскритского слова «ратна» — драгоценный камень. И забегая вперед, можно сказать, что он и правда стал жемчужиной для Анатолии в те смутные времена. Само имя — еще одно доказательство глубоких культурных связей, тянущихся из Центральной Азии. Чтобы оценить его роль, надо представить, что творилось в Анатолии до него. Это был хаос, анархия, распад монгольской власти. Эретна же принес порядок и закон. Но что еще важнее, он создал сильное независимое государство. Одно из тех самых турецких княжеств или беликов, из которых потом, как известно, и вырастет Великая Османская империя. Так каким же он был, этот человек? Современники описывают его как очень мудрого и справедливого правителя. Простой народ в Анатолии так и вовсе называл его спасителем. Он объединил огромные земли, а за свою редкую бороду получил довольно необычное, но уважительное прозвище — Кёсепейгамбер, что можно перевести как «безбородый пророк». Хорошо, но откуда мы все это знаем сегодня, столько веков спустя? Ответ нужно искать не только в пыльных хрониках, но и в камне. Наследие эретнидов буквально встроено в архитектуру современной Турции. Вот, например, Великая мечеть в городе Буньян. Что интересно, ее построил даже не сам Эретна, а его предшественник, который тоже был уйгурским наместником. Это прямое доказательство того, что уйгурское влияние в регионе было сильным еще до того, как Эретна провозгласил свою независимость. Но самое поразительное скрывается в деталях. Если очень внимательно присмотреться к орнаментам этой мечети, то среди традиционных узоров можно разглядеть головы волков. Понимаете, это ведь не просто украшение, это мощнейший тотемный символ из глубин Центральной Азии. По сути, это прямая и неоспоримая печать уйгурской идентичности, оставленная прямо в камне. И это было только начало. По всей Центральной Анатолии эретниды строили медресе, усыпальницы, мавзолеи, начиная с династической усыпальницы самого султана и заканчивая изящным мавзолеем Шах-Джихан-Хатун, который до сих пор считается настоящей жемчужиной архитектуры. Так что их наследие — это не пара зданий, это целый культурный пласт, вплетенный в историю региона.
Но самое невероятное в этой истории — ее эхо, которое звучит до сих пор. Давайте перенесемся на 700 лет вперед, в 20 век. Именно там эта древняя связь проявилась самым неожиданным образом. Только представьте себе эту историческую рифму. В XIV веке эретниды создают свой центр в Анатолии. Проходит 700 лет. В 1965 году уйгурские беженцы, спасаясь от преследований, прибывают в Турцию. И куда, вы думаете, их селит правительство? Именно в Кайсерии, бывшую столицу эретнидов. Две волны миграции, два разных века, но одно и то же место, которое снова становится домом. И сегодня уйгурская община в Кайсерии — это не просто диаспора. Это живое продолжение той самой истории. Они бережно хранят свою культуру, свой язык и, по сути, являются живым мостом, который соединяет султанат XIV века с реалиями XXI. Эта история — очень мощное напоминание, ведь если в самом сердце Анатолии мог существовать, а потом быть почти забытым целый уйгурский султанат, то сколько еще таких же невероятных историй скрыто прямо у нас под носом, в старинных зданиях, в названиях улиц, в тех местах, мимо которых мы проходим каждый день, даже не подозревая об их тайнах.